Меры социальной поддержки населения и не только обсудили члены правительства Якутии. Заседание Кабинета министров под руководством премьера Галины Данчиковой прошло сегодня. О том, какие вопросы обсудили, расскажет Александра Охлопкова. Стандарты открытости. Сегодня помимо прямой трансляции на нашем канале заседание правительства впервые было показано и на экране в зале многофункционального центра «Мои документы». Новый формат взаимодействия государства и граждан должен сделать открытой работу госвласти. Нужна ли трансляция с правительством? Ну, конечно, надо. Вопросов-то масса у людей. Если бы сразу отрабатывали все вопросы обращения, было бы замечательно. В ходе заседания под руководством председателя правительства Галины Данчиковой рассмотрено 16 вопросов. В повестку дня включен блок проектов социальной поддержки гражданам. Одной из главных мер поддержки является социальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам Якутии. За 3 года ее получили около 4000 человек. При этом большинство из них, свыше 90%, проживают на селе. Социальные контрактники тратят деньги на благоустройство жилья, ведение индивидуальной трудовой деятельности и развитие личного подсобного хозяйства. Общая сумма у нас порядка 368 миллионов рублей на 2017 год в полной мере заложена, даже больше, чем было в этом году. Социальный контракт очень эффективен. На сегодняшний день мы его проанализировали. Буквально 93% семей, которые за 3 года получали эти деньги, вышли из трудной жизненной ситуации. Очень эффективная. Помимо этого, Кабинет министров рассмотрели вопросы распределения субсидий педагогическим работникам. Эту помощь получат порядка 20 тысяч человек. На сегодняшний день общая численность педагогических работников у нас более 16 тысяч, 16 667 человек. В абсолютных величинах эти выплаты ежемесячные составляют 1100 рублей на 12 месяцев. Деньги предусмотрены в государственной программе развития образования 220 миллионов рублей. С момента принятия, средства будут направлены на субсидии в районы и в дальнейшем будут финансироваться ежемесячно. Новую форму жилищных отношений сегодня приняли члены правительства. Проект предусматривает порядок учета расположенных на территории Якутии наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства. Согласно документу, ведение муниципального реестра осуществляется органами местного самоуправления. Я на заседании правительства тоже объясняла о том, что ориентация в данном случае идет на ту категорию населения, которая не относится к малоимущим, но в то же время и не может приобрести себе жилье с теми, на тех условиях, которые сейчас у нас существуют, в ипотеку и так далее. Помимо этого, на заседании правительства рассмотрен проект закона о развитии малого и среднего предпринимательства. Отредактированный документ направлен в парламент Якутии. Александра Охлопкова, Екатерина Амосова, Иван Семенов, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.